Всем привет! 20 сентября, и мы опять на реке. Правда, сегодня очень холодно. Я не знаю, сколько градусов, но градусов 5, не больше. Ветрище, короче, дубак. Выехал на свое заветное любимое место, так сказать, где уже неделю ловлю окуня, где клюет, действительно клюет. Забросил 3 раза спиннинг с вертушкой желтой от Blue Fox. И понял, что пора одевать камеру, потому что вот была поклевка. Вот он, мой красавец окунь. Уже клюнул. И еще вчера включил интернет, прочитал сообщение от Сергея Башко. Вчера, 19 сентября, у сына Сергея Михаила было день рождения. Так что поздравляю, Миша, тебя с днем рождения. Желаю здоровья, счастья, всего-всего от души. Поздравляю. У тебя есть канал. Ссылочку на канал я дам в описании. Процветания твоему YouTube каналу. И бате привет тоже передавай. Я понимаю, этот ролик выйдет намного позже, чем 19-20, но этот ролик все-таки выйдет. И ты услышишь это сообщение. Привет от Коми Рыбака. Будь здоров и не кашляй, Миш. Ну а мы одеваем камеру на голову и начинаем кидать. Для начала покидаем вертушку, потом обязательно покидаю воблер от Сергея Башко, потому что этот воблер вчера поймал щуку. Одна щука крупная, ну как крупная, килограмм, наверное, была, 1,5. Сошла у меня, до лодки не дошла, погуляла, ушла. Так что сегодня продолжаем рыбачить. Пока один, Влад дома, в избе еще. Потом, как дела свои все сделает, будет звонок, я заберу его, будем рыбачить. Мне просто не спится, раннее утро, часиков, наверное, полшестого. Он хочет поспать еще. Ну, мне не спится, я покидаю. Все, поехали. Вот второй окушок. Друзья, скажу вам сразу, не знаю, это или то, что раннее утро. Вот такая вот двоечка от Blue Fox. То ли что, но сегодня клюет похуже. Забросов 7, наверное, я сделал. И только потом последовала поклевка. Червяк, я думаю, на удочку будет работать, даже при всем бесклеве. Но все-таки кидаю спиннинг, потому что в надежде на трофей. Вчера на воблер хорошенький окунь ударил. Сейчас я буквально 10 забросов сделаю. Если будет безрезультатно, то достаем, кидаем воблер. Якорь сегодня не кидаю, потому что северный ветер. Лодка идет даже против течения. Здесь течение небольшое. И лодку поднимает. Так что нормально все. Видите? Не хочет. Вчера поклевки практически были при каждом забросе. Вот. Все-таки есть. Опа, что это такое? Что-то тяжеленькое. Что-то хорошенькое. Ух ты, какой хороший окунь. Какой хороший окунь. Вот Йенсекаден. Все-таки трофейного-то я добыл. Вон, друзья, какой красавец. Вон. Заглядение, а не окунь. Йенсекаден. Вот Йенсекаден. Не зря все-таки кидал. Промахнулся. Зацепился как-то сбоку, но зацепился хорошо. О, вот это уже красота. Продолжаем блеснить. Вот это уже приятно. Когда, тем более, спиннинг взял я у Влада. У него
Ну, короче, легкий спиннинг, не понимаю у них лайты, ультралайты. Ну, поклевки чувствуются обалденно. Опа, зацеп. Я уж сердце ёкнуло, думал опять. Так что, друзья, все прекрасно, все великолепно. Окунь крупный есть. И пока поклевки радуют. Но сейчас вода остывает с каждым днем. Становится все холоднее и холоднее. И скоро наша рыба на спиннинг перестанет брать совсем. Кидал я как-то поздней осенью. Бесполезно. Сейчас еще пойдут дожди. Вода поднимется. И тогда можно будет убирать спиннинг до следующего сезона. Но пока есть поклевки, пока они радуют. Хоть немного оторваться за все лето. Опа! Была поклевка. Летом мы такого клёва не видели. Летом была холодная погода. Летом шли дожди каждый день. Летом был большой уровень воды. И летом рыба совсем не клевала. Да и какое-то лето. Не было у нас лета сей год. Не было. Порадовал сентябрь погодой. Хоть что-то хорошее было в этом сезоне. Все-таки мы... Опа! Нормально, да? А что, у него катушка была не завязана? Короче, улетел мой Blue Fox вместе с плетенкой. Странно. Так, кидаем свой спиннинг. Надо поймать, иначе, не дай бог, кому-нибудь намотает эта плетенка на мотор. Сальник могут повредить. Ладно, пока выключаемся. Итак, время 8:30 утра. Клевать что-то перестало. Спиннинг. Кидаю удочку, тоже тишина. Короче, поймал я 11 окуней. Вот таких вот окуней. И, конечно же, вон мой трофей. Вот он. Красавец. Звонил Влад, проснулся. Все, говорит, готов к бою. Короче, друзья, еду за Владом. И будем рыбачить вдвоем дальше. Все, поехали. Ну вот наша команда в сборе. И мы продолжаем рыбалку. Продолжаем кидать, хотя сегодня клев намного послабже, чем вчера был. Ну, пока еще утро, может быть, днем расклюется. Пока тишина. Приехали на то место, где вчера поймали щучек, 2 щучки. И в надежде увидеть поклевки зубастой я кидаю воблер. Ветер мешает, конечно, северный ветер лодку сносит, и притом очень быстро. Течение здесь слабое и поднимает против течения. Итак, мы снова на реке. Часов 5, наверное, сидели дома, пообедали, потому что пошел дождь со снегом. Сегодня первый снег. Какое? 20 число, да? Сегодня 20 число, считай, первый снег у нас пошел. Ураганный ветер, пришлось ехать в деревню, спрятаться. Теперь вот все улеглось, устаканилось. Выехали в надежде на вечерний клев. Посмотрим, будет он или не будет. Короче, кидаем. Влад поплавочную удочку. Я попробую воблер. Вот и первая поклевка. Владу улыбнулась удача. Вот такой вот ёкыш. Окунек. Можно сказать, даже уже окунь. Воблер пока мой молчит. Что говоришь, возле лодки взял, да, уже? Я уж поднимать. Не испугался?
А где мои крокодилы? Вон, как блесна классно играет. Вообще суперски. Был бы я крокодилом, я бы, наверное, не устоял. Сейчас мы находимся, подъехали к тому месту, где с Ромкой на прошлой рыбалке просто одного за одним здесь вытаскивали окуней. Но сейчас совершенно другая картина. Стоим уже минут 5. И вот только-только вытащил 2 небольших окушков. Тишина полная. Ни блесну, ни резину. Даже червя и то брать не хотят. Видать, скоро зима. Видать, погода кардинально собирается меняться. Утка пошла уже большими стаями. Стаи по штук 100 летают над Печорой. Может, даже больше 100. Все собираются стаи, перелетают. Скоро осень, говорю. Скоро зима уже, наверное. И так хорошо сентябрь нас побаловал теплом, солнцем, хорошей погодой. Поклевками порадовал. Грех жаловаться. Вот. А теперь, как мы видим, клев полностью прекратился. Если с утра еще я поймал немножко с раннего утра, то днем все. Посмотрим, может быть, вечером что-нибудь да поклюет перед заходом солнца. Будем надеяться. Нет, вон, клюнула. Еле-еле душа в теле. О, пошел. Вот. О, друг, ты нам совсем не друг. Иди, расти. Малютка. Или окунь отошел куда-то, или он просто не хочет. О, нет, клюет вот что-то. Судя по поклевке, это тоже, наверное, такой же дрищ. Ладно. Не будет клевать, поднимем якорь. Пойдем самосплавом, может, найдем. Ну, вроде бы нашли окуневое место. По крайней мере, одного окуня. О, смотри, клюет. Так что давай. Вон, окушки. Встретили этот мелкий. Отпустим. Встретили мужиков. Подогнали нам малявок. Вот таких вот. Черпанули где-то бредешком. Правда, малек мелкий, но какой есть. Вон на малька берет жадно, только мелкий он что-то. Малесенький, на. Даже с малявкой во рту отпустил. Не тот уровень, но клюет. Вон, сразу. О, этот уже получше. Видишь? Этого берем. Янскадан. Все-таки нашли. Все-таки нашли окушку. Или время просто подошло. Он. Этот мелкий. Вот они. О, этот нормальный.
На блесну, главное, не хотят. Ну ладно. Подергаем их на удочку. О, как шустрый. О. Блин, что тут? Евростандарт, что ли, такой? Пойдет. О, пошел. Вот этот более-менее уже. Видишь, как малька-то они долбят. Что, ты запутался что-то? О, этот уже красивый. Когда... Это что? А, спиннинг. Что, удочку запутал, да, в конец? Нет, нормально. Хотели уже ехать к деревне туда, на дамбы, где вчера ловили. Хорошо, что остановились здесь. Сразу поклевка. Да куда ты? Иди отсюда. Все, кончились? Нет, 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 нет. Вот он, вот он, вот он, вот он. Пойдет. Ну как-то вот так. Думаю, снимать одно и то же, как мы дергаем окуней. Мало интересного. Будет что-то новое, заснимем еще. Или если пойдут крупные горбачи. А так ладошечники клюют и хорошо. Сейчас попробую еще. А ничего не буду пробовать. Зачем пробовать, если клюет? Да? Да. Что-то перестало. Короче, друзья, надоело мне дергать окуня на удочку. Решил опять взять балансир и поиграть с балансирчиком. Одного окуня уже поймал. Вот он второй. И окунь-то покрупнее пошел. На балансир-то вон. Не то, что это шалупонь. Там на 10 отпущенных одного только берешь. А тут нормально. Оп, опа, сход. Да интереснее. Типа зимой сидишь возле лунки. Вот так, вот так, вот так, вот так. Красавчики. Балдею от такой рыбалки. Янскадан. Вот это уже интересно. Раз. Вот он красивый, смотри. Балансир рулит. Как ты его просто тянешь и все, что ли? Играю, почему тяну? Поднял, отпустил. Поднял, отпустил, он восьмерку описывает. В это время, видать, хватает. Раз.
Поднял, отпустил. 2. Поднял, отпустил. Вот, была поклевка. Ни хрена себе здесь глубина. Глубоко. Оп, был удар. Промазал. Оп, ох, смотри, хороший какой. Опа! Друзья, Енцикаден. О, смотри, Влад. Да. Енцикаден. Балансир. Енцикаден работает. Красота. Раз. Есть. Я чувствую аж это. Кончиком удилища, чувствую удар. И главное в это время подсечь. Вот он. Смотри, какие красавцы. Наконец-то. Наконец-то, наконец-то. Только мы почему-то уходим. Надо. Нельзя уходить с этого места. С такого места нельзя уходить. Ничего себе глубина. Тут сразу идет яма, получается. Вот глубина какая. У меня здесь 1,5 метра. И она вся уходит отвесно. Вон. На метре где-то я играю от воды. А сколько там еще глубины? Хрен знает. Но я вроде бы расшугал моих окуней. Пока выключаемся. GoPro. Оп, нет, вот. Есть. Есть Енцикаден. Все, опять подошли. Вон, друзья, вытащил окуня. А сорта малявка. Он, получается, поймал же ее где-то. И еще на балансир накинулся. А, блин, опять сход. Вот. Так, тихо, мой хороший. Тихо. Что, кого там тащишь? Ушел? Сука, с крючком, блин. Крючок оборвал? Да, Ну в лодке, да, уже? Ну хорошо, хоть в лодке. Я думал, там ты уже ездя тащишь, блин. Аккуратнее, не упади с лодки. Не садись на борт. Вот и все. Зацепился мой балансир. А он у меня был один. Отцепили. Слава тебе, Господи. Так что еще половим.
Блин, опять чуть не зацепился. Блин, там с клевого места уехали, да? Ага. Хорошо клевал. Ну все. Клев как резко начался, так резко и закончился. Думали, причина в том, что отплыли от того места, там клевать перестало ниже. Вернулись на то же место, где были поклевки. И ни одной поклевки больше мы не видим. Балансирник клюет. Достали, нашли окуней. И опять пошел клев на удочку. Не хотят, как хотят. Подергаем на удочку. Главное, чтобы клевало. Все. Кончились? Нет, еще есть. Ну, какой хороший. Вот скажем. Начало темнеть, солнце село. Нам осталось максимум рыбачить полчаса, наверное. Оп. Да? Ладно. Не знаю, сейчас полшестого. Каждый день все короче и короче. Если неделю назад мы рыбачили до без 27, то сейчас уже это время уже темень сплошная. А день все короче, а ночь все длиннее. Опа, какой шустрый. Наверное, крупный. Вот точно. Крупных сразу видно, они моментально поплавок ко дну тащат. Без всяких там дерганий. Красота. Янскадан. Мы их по новой нашли. Здесь, наверное, и были мы, да? Не помню, может быть. Наверное. Потому что нигде не клюет, только здесь. Я сегодня даже свою 6-метровку не доставал. О, пошел. О, ты, блин. Пошел и ушел. Хороший был. Лодка едет. Все, больше не хочешь? Нет, хочет. Что с тобой? Что с тобой делать? Во рту малявка, короче, еще одну хапанул. О, повезло ему. Так, попробую-ка еще балансир подергать. Чем черт не шутит. Ну вот мы в старинном деревенском доме. Улов наш сегодняшний составляет. Вот они плавают. Где-то килограмма 4, наверное. Есть вон такие красивые экземпляры. Рыба живая. Вон, вся. Половили сегодня. Нашли все-таки мы рыбу. Половили. Решили не чистить ее, потому что завтра выезжаем уже домой. А на улице минус 3 градуса завтра обещают.
уже подморозило, уже пошел иней на траве. Где-то пока около 0 температура, градусника нет. Но у нас короткий ужин. Опять же жареная рыба. То, что осталось, поедим. Попьем чаю, перекусим. И отдыхать. На завтра с утра еще покидаем спиннинг. Попробуем на удочку. Попробуем на балансир. Сегодня вот так вот на балансир поклевало. Мне очень понравилось. Если будет клевать, половим. Ну а нет, так поедем домой. Поедем домой. Часиков 12 мы отсюда уже выезжаем, да? Да раньше. Раньше. Ну тогда нам рыбачить остается 3-4 часа с утра и поедем. Так что до завтра, друзья. И до свидания. Скажи до свидания. Всем пока. Пока.